Уважаемые друзья, и вот тот самый исторический момент наступает. Первый боец, который выйдет в клетку под эгидой новой лиги ACA, появляется на ваших телеэкранах. Это Канат Килдибеков, файтер из Кыргызстана. Сегодня Канат дебютирует в легчайшей весовой категории до 61,2 килограмма. Рекорд Каната 12 побед и 3 поражения. Он выступал под эгидой лиги WFCA, соответственно, его контракт продлился в новом промоушене. И в бывшей организации он провел 2 боя, одержал победу над Акшином Бабаевым и уступил Джихаду Юнусову. А свою карьеру Канат начал, как и многие бойцы из Кыргызстана, под эгидой промоушена ВЭФ. Было это в 2015 году. На старте Канат одержал 3 победы. Далее было поражение как раз-таки от Джихада Юнусова. Затем еще 4 победы. И поражение от Сайфулла Джабраилова. Было это как раз-таки на ACB 59 из серии Young Eagles. Далее была одна из самых громких побед в карьере Каната Килдибекова над Александром Грозиным. После этого поражение на Беркут Fighting Championship от Асхаба Зулаева. И на данный момент Канат ведет серию из 4 победных поединков. Он сейчас на ходу, он сейчас почувствовал уверенность. И переход в легчайший весовой дивизион Канат объясняет тем, что очень большие по своим габаритам были соперники. И теперь, по его словам, безболезненно согнав вес, здесь в 61,2 килограммах, он будет чувствовать себя более комфортно. Посмотрим, насколько этот расчет окажется верным. Сегодня дебютный бой в новой организации и в новой весовой категории Канат Килдибеков. Канат Килдибеков очень яркий спортсмен. Он и в клетке показывает интересные поединки. Ну и за пределами умеет создать шоу. Во время взвешивания мы видели вчера, как он заряжал себя и публику. И как сейчас тоже настроен решительно. И выходит он в октагон с таким большим энтузиазмом. Ну, соперник у него тоже сегодня не из простых, которого мы представим чуть-чуть позже. Ну и вот соперник Каната Килдибекова Хусейн Шайхаев. Молодой проспект клуба Беркут, местный спортсмен. Всего-навсего Хусейну 21 год. 61 килограмм, как Асланбек отметил, весовая категория. Провел он 6 профессиональных поединков, во всех одержал победы. И практически все его бои прошли под эгидой ACB. За исключением одного противостояния с Русланом Цирикпуловым в рамках Беркут Fighting Championship, который он победил нокаутом. Отметим, что лишь один бой с участием Шайхаева дошел до решения судей. Это противостояние с Рискалбеком Ибраимовым на ACB 58. Остальные все победы были досрочными. 3 приемами и 2 нокаутами. Боец разносторонний, который может хорошо себя проявить как и в стойке, так и в партере. Ну, как любят в последнее время комментаторы говорить, это боец нового поколения, новой формации, который уже изначально развивается во всех аспектах. Настоящее испытание для Шайхаева — это противостояние против Килдибекова, впрочем, как и для киргизского спортсмена. Один по-прежнему все еще не знает поражений, второй достаточно опытный, что называется, понюхал пороха, в разных промоушенах выступал и бился с очень серьезными бойцами. Ну и не привыкать Килдибекову выступать на чужой территории. Мы помним один из его крайних поединков
против Акшина Бабаева в Баку на родной арене азербайджанского спортсмена. Он одержал уверенную победу. Так что будет интересное противостояние, будет на что посмотреть. Вот таким боем открывается наш сегодняшний турнир. Ladies and gentlemen, we are set for the first fight of the night. Scheduled for 3 minute rounds in the ACA Bantamweight division. Introducing the first fighting on the blue corner. He's an MMA practitioner. He stands 174 centimeters tall. His official weight 61.6 kilos. His pro record stands at 12 victories on his 3 defeats. Fighting out of Bishkek, Kyrgyzstan. Here is Ganat. And across the cage, his opponent lying on the red corner. He's an MMA practitioner. He stands 167 centimeters tall. His official weight 61.7 kilos. He is undefeated as a professional at 6-0. Fighting out of Grozny, Russia. Here is Hussein Shahai. And our referee in charge of the action, Victor Gourmet. Итак, ждем мы команды Виктора Корнеева. И можно будет уже считать по-настоящему, что турнир ACA 91 в Грозном стартовал. Действительно историческое событие сейчас происходит в столице Чеченской Республики, городе Грозном. Стартовый гонг дан, и не спеша пока что спортсмены начинают. Первый хай-кик в исполнении Шайхаева. Спокойно блокировал его Килдыбеков. Был еще один лоу-кик, мы видели. Вот сейчас правый кросс. Увернулся от него Килдыбеков и тут же отвечает фронт-киком, а затем еще и с левым боковым. И вот правый блок и сразу же комбинация в ответ отвечает Дауд Хусейн Шайхаев. Двойка, блок и хай-кик. Все видел Килдыбеков, но тем не менее через блок принимать хай-кики — это всегда опасно. Мы видим вот обмен ударами. Хороший апперкот был еще. Поочередные атаки бойцов. Мы видим. И здесь уже покраснение у Шайхаева. Видно, что вот один из правых кроссов пришелся в цель. Хороший удар в туловище мы видим. Очень хорошо сработал в этом моменте канат Килдыбеков. Безусловно, более опытный ММА боец. Об этом говорит и количество поединков, которые он провел. Да, хорошим джебом отвечает Дауд Шайхаев. И сразу же проход в одну ногу. И есть первый тейкдаун в этом поединке. Дауд делает, извините, пожалуйста, Хусейн делает то, что от него и ожидали. Но тем не менее, да, гард пока не проходит. Потихоньку пытается улучшить свою позицию. Одну ногу практически удалось отработать. Но тем не менее, изо всех сил защищается Килдыбеков. Вяжет киргизский боец Шайхаева. Не позволяет он ему выйти на простор, чтобы наносить амплитудные удары. И закрывает уже гард. Хусейн Шайхаев пытается развить свое преимущество, пытается он оторваться от своего соперника, выйти на оперативный простор для того, чтобы получить дистанцию для добивания. Очень грамотно действительно обороняется канат Килдыбеков. Контролирует он правую руку соперника, контролируя кисть как раз таки. И что же здесь? Гард раскрывается, но не получается у каната Килдыбекова подняться. Хусейн Шайхаев пытается пройти гард, хорошая позиция и добивание с халфгарда.
хорошая позиция именно для этих атак, для развития своего преимущества. И блокирует вот одну ногу Шейхаева канат. Кылдыбеков, не позволяя ему уйти в полноценный такой боковой контроль, потому что в такой ситуации будет очень тяжело бойцу из синего угла. Все это он прекрасно понимает. Не выпускает ногу канат Кылдыбеков. И все же мы видим очень жесткие добивания со стороны Шейхаева. Пару хаммерфистов, затем еще локоть добавляет Шейхаев. И казалось, да, вот сейчас полноценный боковой контроль. И здесь попытка удушающего приема будет ли? Нет, но в маунте оказывается Хусейн Шейхаев. Очень комфортная позиция для добивания. И что же здесь? Оттягивается. Пытался развернуться Кылдыбеков. Отдает спину. Опасная позиция для кыргызского бойца. Тут ищет возможности для того, чтобы провести качественный удушающий прием Шейхаев. И здесь... Вы посмотрите, вот этот прием, который Забит Магомед Шарипов в UFC провел. Получится ли он? Вытягивает ногу, посмотрите. Полностью обездвижен канат Кылдыбеков. Но не сдается пока боец из Кыргызстана. 40 секунд ему еще терпеть. Кстати, очень быстро прошло это время, прошли эти 5 минут. Незаметно. Но очевидно, что преимущество на стороне Шейхаева. Кылдыбекову наверняка ему уже подсказали в углу, что не стоит уже торопиться. Остается не так много времени. Можно просто контролировать до конца раунда, чтобы не тратить зря силы. Первый раунд, как мы видим, остается практически полностью за Хусейном Шейхаевым. Там через челюсть. Захват был неплотным. Уже и пошел отсчет 10 секунд. Так вот, остается, можно уже констатировать факт, что за Хусейном Шейхаевым он контролировал соперника в партере, проведя тейкдаун тогда, когда это ему надо было. До этого в стойке было примерное равенство, но, естественно, судьи оценят этот контроль и добивание, всю ту работу, которую Хусейн Шейхаев провел в первом раунде. Да, по количеству попаданий было, наверное, равенство в стойке, но тем не менее вот, удары Кылдыбекова были, пожалуй, более чувствительными. Потому что мы видели покраснение, видим по-прежнему покраснение на лице Шейхаева. Ну, в данном случае это не принесет ему дивидендов, да, так как в партере он большое количество упустил моментов, и добивание было со стороны Шейхаева. Поэтому нужно будет, конечно, сейчас менять картину Кылдыбекову. Тактически очень грамотно действовал в первом раунде, конечно, Шейхаев. Что ж, начинается у нас вторая пятиминутка. Дает команду рефери Корнеев и пытается прессинговать Кылдыбеков. И тут же хай-кик в блок от Шейхаева. Попытка прохода от Кылдыбекова. Грамотно защищается Шейхаев без особых проблем. Прижимает его к сетке Кылдыбеков и вторым тейпом пытается уложить на канвас. Захватывает одну ногу, но видно, что не так искусен он в борьбе, как его оппонент сегодняшний. Ну и весьма неожиданно, конечно, то, что канат пошел в борьбу. Казалось бы, что свое счастье он должен искать как раз-таки в ударной технике. Но, видимо, до того, как Хусейн Шейхаев сам пойдет вперед, канат Кылдыбеков